Этот музыкальный инструмент Хадижа не выпускает из рук даже в свой выходной. Для нее гармонь давно стала живым организмом, который умеет сострадать и радоваться, делится девушка. Она с самого детства тянулась к музыке. Благодаря наставнице Рае Евлоевой Хадижа научилась играть, подбирая ноты на слух. 3 года назад она начала играть в оркестре народных инструментов. У девушки и раньше был опыт игры, так сказать, в команде. Но все же гармонистка поступила в колледж искусств и учится нотной грамоте. Мой руководитель Илья Петренко очень строго относится к этому, но он, соответственно, понимая мои способности, партии пишет такие, скажем, не очень сложные, но потихоньку, видимо, смотря на мой рост в творческом плане, и усложняет потихоньку. В ее душе поет гармонь. Так отзываются близкие о Хадиже. В ее копилке более 100 наград и дипломов. Гармонистка – лауреат многих международных всероссийских конкурсов и фестивалей. А в конце ноября Хадижа вместе с оркестром выступала в Совете Федерации ко Дню Республики. Волнение было, но когда мы вышли и начали играть, и когда уже люди, которые находились, смотрели нас, начали вот так вот собираться вокруг нас. Мне это очень понравилось. Я увидела в людях, они были нашими зрителями, что им нравится, и была очень горда этим. Раньше ни один праздник без гармошки не обходился, а сейчас редко где услышишь хорошего гармониста, сетует девушка. Так хобби переросло в профессию. Хадижа уже 20 лет преподает уроки игры на национальном инструменте для маленьких и учениц постарше. Мой педагог по вокалу, и я ее очень сильно люблю. Она добрая, ласковая, но когда надо, она может поругать. Хадия Исаевна Бекова работает в нашей школе уже 18 лет и подготовила и воспитала не одно поколение учащихся, которые умеют танцевать, петь. В жизни такого рода навыки, они помогают человеку быть более уверенным в себе, успешным. Конечно, не все дети становятся в дальнейшем артистами, певцами и танцорами, но, по крайней мере, 2-3 детей точно поступили в наш колледж музыкальных искусств. Хадижа увлекается не только гармонию. Талантливый человек талантлив во всем, шутит девушка. Занимается хореографией, много времени начала уделять вокалу. Я работаю над проектами, над сохранением, ищу их, вот эти песни, напевки, мелодии, вот нашей старинной, вот это все, хочу много чего вспомнить. Но вот я бываю на разных свадьбах, там тетушки, женщины, бабушки, бывают какую-нибудь песню напоют, я быстро ее запишу или попрошу, чтобы мне скинули. И вот так вот работаю в данный момент над проектом создания ингушских мелодий, сохранения этого всего. Она приходит ко мне, я ей всегда говорю, когда ты ко мне приходишь, я даже какие-то новые песни пишу легче. Ее присутствие всегда вдохновляло. Такие горящие глаза, такие творческие и чистое сердце, оно как-то влияет. Для меня, как творческому человеку, тоже очень немаловажно, кому я пишу и как пишу. У нее много планов и дел. Она успевает совмещать работу в школе, в оркестре и находит время заняться собой. Но главная цель Хадижи – сохранить инструмент как национальное достояние и не дать уйти в прошлое. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.